Здравствуйте, вы смотрите «События недели». В студии Сергей Янин. Чем запомнились минувшие 7 дней? Об этом в нашей программе. Главные темы коротко. Послание для потомков. В Чебоксарах дан старт строительству нового здания Чувашского кадетского корпуса. Развивать промышленность и создавать комфортные условия для горожан. У этих городов вторая возможность появилась, чтобы привлечь федеральные инвестиции. Полномочный представитель президента России ознакомился с инфраструктурой Канаша. Памяти чувашского сокола. Андриан Григорьевич – это и первый отряд космонавтов. Это были наши учителя. Они открывали дорогу нам. В республике отметили 55-летие со дня полета в космос Андриана Николаева. Каникулы в историю. В проект отбираются дети, которые достаточно эрудированы, достаточно много знают о стране, достаточно много знают о теме, которая им предлагается. Чебоксарские школьники участвуют в съемках документального фильма о Чувашии. В Чувашии на этой неделе с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Программа пребывания была насыщенной и включала посещение целого ряда объектов в Чебоксарах и Канаше. В столице республики состоялась торжественная церемония закладки капсулы в фундамент нового комплекса Чувашского кадетского корпуса. Полпред главы государства ознакомился с ходом строительных работ, а заодно побывал в здании старой школы. О том, что ждет нынешних и будущих кадетов Чувашии и соседних регионов, расскажет Мария Никифорова. Построение у этих ребят несколько раз в день, но к этому они готовились особенно. Несмотря на каникулы, их форма идеально отглажена, ремни сверкают. В конце учебного года каждый из них написал записку в будущее. В итоге получилось длинное послание, которое и поместят в капсулу. Мы уверены, что вы, те, кто читает это послание, живете и учитесь в прекрасных условиях, которые были созданы предыдущими поколениями. На церемонию закладки капсулы приехал полпред президента страны в Поволжье Михаил Бабич. Но перед этим он заехал в старое здание кадетской школы на улице Константина Иванова. Пройдясь по классам и территории, Бабич отметил, после того, как всех учеников переведут в новый корпус, скорее всего, здесь откроют Центр патриотического воспитания, либо возобновят работу школы Юнг, которая была здесь в 80-х годах. Новый кадетский корпус будет 6-м в Поволжье. Подобное уже есть в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области. Конкурс там высокий, в среднем 10 человек на место. Количество желающих ребят, оно растет с каждым годом. Потому что и запрос у общества есть на вот такое образование, на такое воспитание. И материально-техническая база, которую мы создаем, она как бы стимулирует родителей. Наши кадетские корпуса – это полное государственное обеспечение. И, конечно, вот при прочих равных государство прежде всего должно позаботиться о тех детях, у которых таких возможностей для получить такого образования. Их значительно меньше. Кадетами еще пойдут дети, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Семьи есть неблагополучные, но отдельные сыновья и дочеря у этих родителей, они на самом деле подготовлены по всем тем оценкам, которые будут проводить комиссия. У нашего корпуса будет воздушно-космический и военно-морской профиль. Кстати, учиться здесь смогут не только юноши. В кадетских классах Чувашии есть немало девочек, которые мечтают стать военными. Для них будет выделен отдельный этаж здания. Причем пока такая практика существует лишь в Пермском кадетском корпусе. Есть военно-учебные заведения, которые набирают женский пол, поэтому подготовка и мотивация их в данных кадетских корпусах именно на службу в армии, она для нас ценна, и мы будем в дальнейшем взаимодействовать. Шестиклассница Дарья Самсон выросла в семье военных, поэтому ни физической нагрузкой, ни суровыми армейскими порядками ее не испугать. Я пошла в кадетскую школу по стопам папы и дедушки.
Мне захотелось морфлот, мне нравится морфлот. И вот я узнала то, что в Чебоксарах есть кадетский корпус. И мне вот прям захотелось. И я поставила себе цель, что я стану офицером. Семиклассник Даниил Михайлов тоже решил построить карьеру военного. Родители выбор сына поддерживают. Для каждого парня, я думаю, что это первый шаг как бы для жизни. Им легче будет входить во взрослую жизнь. Они уже будут подготовлены, будут более самостоятельны. Новую школу на 400 мест планируют сделать закрытой. Работать с детьми будут военные. В сентябре 2018 года сюда примут не только ребят из Чувашии, но и из соседних регионов. Мария Никифорова, Михаил Солин, Павел Редков. Вести. Чебоксары. Как развиваются моногорода Чувашии? Полномочный представитель президента России в Поволжье Михаил Бабич в ходе визита в республику ознакомился с инфраструктурой Канаша. Он побывал на производственных площадках и социальных объектах города. Это производственная площадка вагоностроительного завода концерна «Тракторные заводы». На предприятии провели техническое перевооружение, и на сегодня это одно из современных производств в России. Лазерное оборудование для раскроя металлопроката, станки с программным управлением, сотни сварочных полуавтоматов. Все это работает в полном режиме. С начала года предприятие выпустило 120 грузовых полувагонов. Изготовлен и опытный образец тележки с увеличенной нагрузкой на ось. Модернизированное производство – это сердце индустриального парка Канаша. В скором будущем здесь разместят свои мощности 22 резидента. Завершенный капитальный ремонт дорожного полотна улицы Ильича. Идут аналогичные работы на других проблемных участках. Город Канаш в 1990 году стал известен на всю Россию благодаря тому, что попал в фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя», как символ разрухи. Да? Потом тот вокзал, который попал, его снесли буквально в течение 3-4 лет, чтобы он не мозолил глаза. И в 1996 году уже построили новый замечательный автовокзал. Но я вот надеюсь, после того, как федеральные власти, республиканские власти, региональные... Вторую серию. Вторую серию о том, как возрождаются уже... В программе развития Канаша создание комфортной городской среды, а это обустройство дворов и парков, новое освещение на улицах и полная реконструкция главной магистрали проспекта Ленина. Моногорода республики развиваются с учетом пожеланий самих горожан. Первая программа, которая была, города должны были поддержать, где наиболее высокий уровень безработицы. Город Новочебоксарск сегодня прекрасно развивается. Безработица снижена. Огромное, сильное развитие получило развитие малого и среднего бизнеса. Химпром, вы знаете, Ренова как раз развивает. Алатыр прошел этот экзамен. И сейчас эти города еще по новой, по уже программе, которые там маленько скорректирован, тоже имеют право участвовать. У этих городов вторая возможность появилась, чтобы привлечь федеральные инвестиции, региональные инвестиции. Ну и мы же там ставят ограничения, да. Же города второго уровня тоже могут. Сейчас любые города, любой категории. Да. Тем самым вот огромные слова благодарности от этих горожан, от жителей Чувашской республики. Пока еще рано, мы только в начале. Нет, мы уже реализовали. Так что пошагово идем, и все реально получается. Ощутимый вектор развития получила и социальная сфера. Обновлен городской стадион. В скором времени во дворах появятся современные спортивные площадки. Развивается и здравоохранение. И все же главный аспект – это развитие промышленного производства, создание рабочих мест, рост материального достатка канашцев. Индикаторы к 2020 году. Рост объема отгруженной промышленной продукции должен увеличиться на 25%. Рост доли малого и среднего бизнеса на самом деле удельный вес Канаша хороший, на 43%. Здесь мы оказываем государственную поддержку с учетом принятых государственных федеральных программ. Зарплата должна увеличиться на 28%. Но это так не рассчитываем. Конечно, погрешности там кое-какие могут быть. Несмотря на то, что для Канаша удалось привлечь средства Фонда развития моногородов, а это более 700 миллионов рублей, власти республики не оставляют город без внимания. Например, здесь планируют создать территорию опережающего социально-экономического развития. Соответствующую заявку уже отправили в Министерство экономики России. Татьяна Иванова, Павел Редков, Игорь Ульянов, Вести Чувашия. В Канаше открылся центр гемодиализа. С его появлением высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее для жителей отдаленных районов Чувашии. Михаил Бабич ознакомился с условиями, созданными в центре, а также пообщался с пациентами и персоналом отделения. Еще одним социально значимым объектом города, на котором побывал полпред президента Поволжья, стал реконструированный стадион «Локомотив».
Открытие в Канаше амбулаторного отделения Центра гемодиализа имеет важное значение для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Если раньше им приходилось регулярно выезжать на аппараты «Искусственная почка» в Чебоксары, то теперь высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее. Здесь в постоянном режиме работают 15 аппаратов, несколько из них резервные. Ежедневно гемодиализ по индивидуальной программе смогут получать 36 человек. И не только пациенты из Канаша, но и больные, нуждающиеся в очистке крови из южных районов республики. Если раньше надо было им приезжать в город Чебоксары, теперь они имеют уникальную возможность получить именно в городе Канаш. Тем самым мы еще, конечно, надо сказать, здесь экономили еще и финансовые средства, республиканские бюджеты. Потому что полномочия по довозу пациента до гемодиализцентра это на бюджете Чувашской республики. И мы посчитали, вот открытие вот этого филиала даже приносит нам экономию где-то в квартал 500 тысяч. Хорошие, серьезные деньги, те, которые можно направить в другое направление. Все это стало возможно благодаря государственно-частному партнерству. 4 года назад в рамках сотрудничества с фирмой Браун Авитум Русланд в Чебоксарах открылся центр амбулаторного диализа. Это позволило продлить жизнь сотням пациентов с заболеваниями почек. Частный инвестор, выполняя государственный заказ, решил идти навстречу пациентам, чтобы специализированное лечение стало более доступным. Мощности нового отделения в Канаше рассчитаны на обслуживание 90 человек. Мы строим центр на свои деньги. Государство получает качественную услугу, не вкладывая в это деньги, в этом и состоит смысл. А там, где ваша государственная услуга, там вся неотложная система и плановая. Михаил Бабич посетил в Канаше еще один не менее значимый в социальном плане объект – городской стадион «Локомотив». После реконструкции он вновь стал любимым местом канашцев. Теперь здесь есть современное футбольное поле с искусственным покрытием, а значит, играть можно в любое время года. Помимо тренировок подопечных местной спортшколы, на стадионе проводят уроки физкультуры ученики образовательных школ города. В перспективе здесь появятся и современные беговые дорожки, и секторы для занятий легкой атлетикой. Кроме того, в структуре ФСК «Локомотив» уже создан центр тестирования всероссийского комплекса ГТО. Сергей Янин, Татьяна Иванова, Игорь Ульянов. Вести, Чувашия. Чебоксарские власти постепенно меняют облик одного из старейших микрорайонов города. В народе его называют Шанхай. Бараки, стихийно появившиеся там в 60-е годы, не соответствуют ни требованиям безопасности, ни санитарным нормам. Однако люди живут в них до сих пор и цепляются за старые стены. Что переселенцам предлагают взамен и почему не все соглашаются на переезд в новые квартиры? Об этом в нашем сюжете. Годы, проведенные в построенном собственными руками доме, Альбина Александрова вспоминает с ужасом. 30 лет ее семья из 4 человек жила в бараке на 7-й линии мясокомбинатского проезда. Воду надо было таскать, воду надо было выливать. Зимой, конечно, очень холодно было. Вечером печку затопишь, утром уже вставать очень холодно. Дрова надо было каждый год покупать, таскать, пилить. Условий, конечно, не было. Все изменилось в сентябре прошлого года. Полусгнившие стены старого барака семья Александровых предложили обменять на новую квартиру в микрорайоне Кувшинка. Нынешнее жилье больше прежнего на 3 квадратных метра. Причем переселилась семья без доплаты. Соседка Александровых Светлана Илларионова новоселье отметила в Новый год. Все удобства у нас сейчас. Воду не надо согреть. Все. Балконы большие. Хорошо, очень красиво. Самовольное заселение этой территории началось еще в 60-е годы. В Шанхае построили около 300 частных домов. Прав на эту землю у людей нет, объясняют в городской администрации, и потому все постройки считаются незаконными. Инфраструктура здесь отсутствует. Близко расположенные дома-засыпушки, узкие улицы, вместо дороги выложенные доски и рельсы. А местную речку жители давно превратили в помойку. В таких условиях выросли поколения, и менять прогнившие доски на новые стены не все согласны. Остались проблемными у нас только 15 домов. Это те жители, которые считают, что им нужно предоставить большую площадь, чем мы им предоставили. Но я думаю, что в ближайшее время с ними вопрос мы тоже разрешим. Сейчас застройщик заключил договоры почти со всеми жителями Шанхая. Им предлагают сделать выбор – переехать в новую квартиру, получить денежную компенсацию, либо стать участником долевого строительства. Через несколько лет микрорайон Кувшинка должен занять эту территорию. По проекту, кроме многоэтажек, здесь появится школа и детский сад. Мария Никифорова, Леонид Петров, Вадим Владимиров и Никита Углев. Вести, Чебоксары.
В Чувашии на этой неделе отметили 55-летие со дня полета в космос нашего прославленного земляка Андриана Николаева. 11 августа 1962 года с космодрома Байконур был запущен пилотируемый корабль «Восток-3». А имя уроженца деревни Шоршилы Мариинско-Посадского района узнал весь мир. Это был первый групповой полет в космос. Спустя сутки после Андриана Николаева на орбиту вышел корабль «Восток-4», на борту которого находился Павел Попович. Космонавтам предстояло наладить между собой радиосвязь и провести военный космический эксперимент. Его суть состояла в перехвате вражеских спутников, где «Восток-3» исполнял роль цели, а «Восток-4» следовал за ним как перехватчик. Кроме того, летчики-космонавты провели ряд медицинских исследований. Они впервые отстегнулись от своих кресел и передвигались в условиях невесомости. В честь Андриана Николаева в Чебоксарах названа улица, где расположен и детский парк, который носит имя героя-земляка. На перекрестках главных улиц города установлены два памятника Андриану Григорьевичу. Чебоксарцы возложили к ним цветы. Почтить память звездного коллеги приехала и делегация космонавтов. Среди них Валерий Корзун, Борис Волынов и Николай Бударин. Андриан Григорьевич – это и первый отряд космонавтов, это были наши учителя. Они делали по сравнению с тем, что делают сейчас космонавты, гораздо меньше. Полеты были короче, задачи были другие. Но они были первыми, они открывали дорогу нам. Я пришел в отряд, когда Андриан Григорьевич уже занимался в звездном городке чисто административной работой. Вот до сих пор перед глазами стоит его улыбка, такая добрая, чувашская, с таким немножко с хитринкой, с хитрым прищуром. Мы прервемся на рекламу, она не будет долгой. Смотрите во второй части программы. Ликвидировать пожар и оказать экстренную помощь пострадавшим. Не все гладко отработали. Были сложности с сортировкой пострадавших именно в самый первый момент. В Чебоксарах прошли крупномасштабные учения. 1,5 километра до цивилизации. Весной и осенью тут ни на каком транспорте практически невозможно, ни на чем ехать, только пешком ходим. Жители деревни в Маргаушском районе уже много лет просят власти заасфальтировать улицу. Каникулы в историю. В проект отбираются дети, которые достаточно эрудированы, достаточно много знают о стране, достаточно много знают о теме, которая им предлагается. Чебоксарские школьники участвуют в съемках документального фильма о Чувашии. Можно мне кредит на печку? Да, конечно. А мне на пластиковые окна? Да. Квартиру побольше. Россельхозбанк предлагает кредиты на любые цели, а для пенсионеров, дачников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, специальные условия. О погоде. Здравствуйте. В студии Александр Усипов, генеральный партнер программы, акционерное общество Россельхозбанк. Днем 13 августа в республике пасмурная погода. Ветер северо-восточный и северный 3 метра в секунду. Температура воздуха 20-23 градуса выше 0. В Чебоксарах 21. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха до 59%. Партнер программы «Профессиональная стоматология Дентамед». Телефон 555555. Следите за погодой и будьте здоровы. Высококвалифицированные врачи клиники «Дентамед» верны своей работе и неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику «Дентамед». Звоните 55 55 55. Приглашаем в парк-отель «Лента», где все условия для семейного и активного отдыха в Заволжье. К услугам отдыхающих комфортные одно- и двухэтажные деревянные дома вместимостью до 25 человек. Сауна, беседки с мангалом, кафе, аренда спортивных товаров, бесплатный Wi-Fi. Телефон 490050, код города 8352. Парк-отель «Лента». Отдохните на природе с комфортом. Я расскажу тебе один секрет. Там только российские ткани. Невероятно красивые модели, исключительно современное оборудование, профессионалы швейного производства. А магазины какие! И это все у Кайсарова. Только никому не говори. Кайсаров. Всегда с удовольствием.
Застройщик сдал квартиру позже срока или с дефектами? Вы обманутый дольщик? Юристы Единого центра защиты помогут. Звоните 36 50 40. Пора летних скидок открыта. Одевайся, обувайся, обновляйся, развлекайся. Грандиозные скидки в МТВ-центре. Проспект Ивана Яковлева, 4Б. МТВ-центр. Территория покупок и развлечений. Кухни Дядькова. До конца лета успейте купить кухню вашей мечты. Скидки до 25% и бонусы на столешницу и технику. Кухни Дядькова. Чебоксары, Мегамолл, 4-й этаж. Требуются монолитчики, плотники, бетонщики, монтажники, арматурщики, отделочники. Телефон 8 927 867 0201. В связи с открытием новой радиостанции на постоянную работу требуются менеджеры по продаже рекламного времени. Опыт работы приветствуется. Резюме присылайте на адрес электронной почты mayak.radio@mail.ru. Зарплата по итогам собеседования. В эфире «События недели». Спасибо, что вы с нами. Продолжаем. Оздоровление Волги – так называется приоритетный федеральный проект, который сейчас рассматривается в правительстве России. О предотвращении дальнейшего загрязнения и рациональном использовании реки на этой неделе говорили участники совещания в Волгограде. Его провел премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Представители регионов, расположенных на Волге, собрались, чтобы обсудить экологические проблемы и конкретные шаги по улучшению ситуации. Чувашию представлял председатель правительства Иван Моторин. На территории Волжского бассейна проживает более 60 миллионов человек. Это важнейшая артерия, источник воды и энергии для городов и поселков, предприятий промышленности и сельского хозяйства. Однако в Волгу ежегодно попадает более трети всех российских загрязненных стоков, и экологическая ситуация только ухудшается. Среди задач, которые обозначил Дмитрий Медведев, постоянный экологический мониторинг, модернизация очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства, а также установка автоматизированных систем контроля стоков на вредных производствах. Общий объем финансирования приоритетного проекта оздоровления Волги составит около 260 миллиардов рублей. А к его реализации планируют приступить уже в следующем году. Будет создан специальный фонд, который сконцентрируется на сохранении и восстановлении водных объектов. Отметим, что в Чувашии проекты по снижению негативного воздействия на Волгу реализуются уже не первый год, и теперь они могут получить дополнительную поддержку. Целый ряд проектов, которые есть сегодня в Чувашской республике, это и строительство биологических очистных сооружений, это и культивация шлаконакопительных на БОСе, это реконструкция очистных сооружений в малых городах. Сегодня полностью подходит под данный проект, и соответствующую работу необходимо проводить и муниципалитетам, и отраслевым министерством по подготовке проекта. Республиканский центр медицины катастроф совместно со спасателями на этой неделе впервые провели в Чебоксарах крупномасштабное учение. Причем действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации отрабатывали как на воде, так и суше. За ходом учений внимательно наблюдала наша съемочная группа. В 11 часов на трапезе остановочного пункта Сосновка за судовым ходом возник пожар в машинном отделении. Есть угроза распространения пожара в пассажирский салон. По легенде учений, на прогулочном теплоходе начался пожар. На борту находится 100 пассажиров и 3 матроса с капитаном. Теплоход потерял ход, необходима эвакуация. Уже 25 человек пострадали, из них 8 детей. В любой момент возможен взрыв. Матросы сразу начали тушить очаг возгорания и помогать пострадавшим. По правилам, на борту есть аптечка, и вахтенные умеют оказывать первую помощь. По оповещению капитана экстренно сработали все службы. Спасатели на 5 катерах один за другим причаливали к борту терпящего бедствия судна и проводили эвакуацию. Тяжелораненых пришлось спускать с верхней палубы правого борта на шлюп-балках. В это время с левого борта спасали остальных пассажиров. Если бы теплоход не потерял способность к маневрам, в подобной ситуации он подошел бы как можно ближе к берегу, и люди смогли бы на плотах добраться до суши или вплавь в спасательных жилетах. Матросу Екатерине Смеловой уже приходилось выручать людей. У нас был заказ, не помню, то ли какой-то праздник был. Мужчина выпрыгнул за борт, был пьяный, да, и выпрыгнул. Нам пришлось его... Я доложила капитану, естественно, вахтовому и начальнику.
Мы сделали маневры, подошли, спасли его, вытащили на судно, оказали первую помощь. Он был в состоянии, напоил его чаем горячим и укутал этим одеялом. Вахта теплохода и спасатели отработали свои действия слаженно и грамотно. Экстренно доставили всех пострадавших к причалу в районе ГИМС. Здесь их ждали бригады скорой. Каждому оказали медицинскую помощь вплоть до реанимации. Многие находятся в шоковом состоянии. У одного из пациентов заподозрили инсульт. Термический ожог лица и шеи второй степени, ожог дыхательных путей, острое отравление продуктами горения, ожоговый шок второй степени. Детей увезли в республиканскую детскую больницу, а взрослых в республиканскую клиническую. Не все гладко отработали. Были сложности с сортировкой пострадавших именно в самый первый момент на берегу. И еще сегодня обратили внимание на то, что очень важно организовать правильно пути подъезда и отъезда машин. Сегодня мы стоим в таком месте, что машина заезжает и выезжает по одной и той же дороге. Получается, что здесь на этом пятачке им нужно еще и развернуться. А это целая история. Если мы предполагаем, что это будет 20 машин, они просто-напросто здесь не поместятся. На местах уже ждали пациентов. Приемные покои клиник перевели в режим чрезвычайной ситуации. За короткое время необходимо принять всех, провести предварительную диагностику и без промедления начать лечение. Проведена сортировка и прием 12 пациентов, поступивших с места чрезвычайной ситуации в республиканскую клиническую больницу. В принципе, данный этап мы завершили менее чем за полчаса, практически 20 минут. Естественно, дальше работа продолжается. Оказывается помощь пациентам. На данном этапе я считаю, что наши мероприятия, наши действия проходят в хорошем штатном режиме. Как только пострадавших доставили на берег, подключились медицинские психологи. У них своя, не менее важная задача. При крупных чрезвычайных ситуациях наша основная миссия работы с родственниками пострадавшим, оказание экстренной психологической помощи. И как самим пострадавшим, так и родственникам пострадавшим. И сопровождение в дальнейших самих больных в лечебных учреждениях. Республиканский центр медицины катастроф впервые проводит масштабные учения в городе. Главная задача – отработать межведомственное взаимодействие на всех этапах, чтобы спасти людей и не допустить их гибели. Мы сейчас как раз и преследуем цель – отработать таким образом, чтобы посмотреть, где у нас могут быть недостатки, и потом их устранить. В ходе учений всех пострадавших вовремя доставили в медицинские учреждения. Теплоход потушен. Взрыва судна и последующего разлива тонны топлива не произошло. Татьяна Иванова, Виктор Степанов, Вести, Чебоксары. Развитие системы образования и подготовка педагогов – такова цель приезда в Чебоксары делегации Казанского федерального университета. С гостями из Татарстана на этой неделе встретился глава Чувашии. Участники встречи отметили, что знакомы давно. Михаил Игнатьев посещал сам университет, а также общался с его руководителем в Москве на Совете ректоров вузов России. Сейчас в Казанском федеральном университете учатся около 1000 студентов из Чувашии. В этом году на бюджетные места поступают 97 человек. Вузы и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. Как федеральный университет мы чувствуем за собой определенный долг, недоработки, поскольку когда создавался он в статусе федерального университета, он должен был оказывать влияние в хорошем смысле этого слова и на те субъекты, которые входят в Приволжский федеральный округ. В связи с этим у нас есть ряд предложений. Так, например, на базе университета существует несколько институтов. Один из них – Институт фундаментальной медицины и биологии. Там готовы оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Чувашии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одно серьезное направление работы Казанского федерального университета – подготовка и переподготовка педагогов. Есть две схемы – классическая на базе Елабужского пединститута и распределенная. Последняя позволяет готовить учителей-предметников с уровнем знаний ученых, так как на базе каждого института в университете создано отделение для подготовки педагогических кадров. Также Казанский федеральный университет открыт для тех, кто хочет развивать науку. Вуз оснащен самым современным исследовательским оборудованием. Кроме того, специалисты готовы делиться успехами в части работы с одаренными детьми. Глава республики поручил министру образования и молодежной политики Чувашии проработать новые направления для расширения сотрудничества.
Наша задача эффективно, конструктивно взаимодействовать, создавать благоприятную среду, чтобы дальнейшая наша перспектива, она была, как бы сказать, на самом деле значимой для всех нас, в нашей общей совместной деятельности. Потому что мы должны готовить своих патриотов нашей любимой России. Две улицы, но разные дороги. Одна из них фактически отрезала часть сельчан от цивилизации. Для некоторых жителей деревни Малгач-Косы Маргаушского района даже небольшой дождь становится стихийным бедствием. Наша съемочная группа попыталась разобраться в проблеме. В деревне Малгач-Косы, что в Маргаушском районе, две улицы. Дорога на одной заасфальтирована, другую вообще сложно назвать дорогой. Сегодня вроде сухой день, где-то там этот водопровод прорвало, чуть-чуть намочило. И все, даже на внедорожнике невозможно проехать. Весной и осенью тут по месяцу даже ни на каком транспорте практически невозможно, ни на чем ехать, только пешком ходим. Наши власти про эту дорогу, конечно, знают, обещают перед каждыми выборами. Я держу 2 коровы, но молоко не могу сдавать, когда дождь. А у нас в этом году одни дожди. Молодые, которые сильные, они таскают на спине к магазину. И сколько километров таскают. А я не могу, я все молоко наливаю скотине своей. Я тоже хочу сдавать. Зачем держать 2 коровы, если не сдашь молоко? Молоковоз не может подниматься. Потому что какие дороги? Бабушка упала в эту яму. Все, кричит, лежит, засыпьте меня землей. Я не хочу жить на этой улице. Стимула нету жить. Протяженность дороги 1,5 километра, причем в горку. Малышам и школьникам нужно в садик и на учебу, взрослым на работу, старикам в магазин. Жители улицы Уралики чувствуют себя отрезанными от цивилизации, забытыми всем миром. А вся жизнь кипит там, где заканчивается злосчастная дорога. У нас одна бабушка здесь жила, вот уже умерла уже. Скоро не приехала, умерла. Вот. Еще что? Пожарные, 2 пожара было уже, 2 пожара были. Вот, не могут подняться это пожарные машины. Дома сгорели? Дома сгорели. Здесь газ проводили. По этим газовым, мягкая земля, по трубам, по проводу трубу, земля уходит. Каждый год уходит. Мы землю насыпаем, опять уходит. Жители улицы Уралики обижаются на власть, говорят, который год уже просят что-нибудь сделать, но ВОЗ и ныне там. В сельской администрации отвечают, что о проблеме знают и делают все возможное. Стремятся включить улицу в одну из программ по строительству дорог. На ремонт дороги у нас ежегодно выделяются небольшие суммы. Этого хватает всего-навсего на 100, 150, максимум 200 метров. Поэтому мы все-таки строительство дороги по улице Уралики планируем пропустить по статье же строительства. Пока, к сожалению, придется терпеть, мы будем стараться содействовать, помогать всем, чем можем. Жителям улицы Уралики в Малгач-Косах терпеть еще года 2-3. Ведь деньги на строительство дорог выделяются не ежегодно. Так говорят сельские чиновники. Но отмечают, что проект новой дороги готов. Правда, еще нужно провести экспертизу, составить смету, попасть в программу строительства дорог и дождаться очереди. Сельчанам это оптимизма не прибавляет. Только что у нас был день деревни здесь. У нас тут не участвовали вообще с этой улицы. У нас настроения нету, нет дороги ходить. И никаких мероприятий, там, ни собрания, нигде не участвуем. У народа даже желания нет участвовать. Больше всего сейчас жители опасаются, что их улица просто превратится во враг, из которого уже не выбраться. Ирина Ромадова, Алексей Енейкин, Игорь Ульянов, Никита Углев. Вести Чувашия. Чувашия снимает документальный фильм о республике. Проект называется «Каникулы в историю». Ведет его известный актер, народный артист России Александр Галибин. В фильме также участвуют ученики Чебоксарской 5-й гимназии. Один из съемочных дней проходил в Мариинском посаде. Наталья Егорова узнавала, как проходят съемки и о чем будет фильм.
Проект «Каникулы в истории» существует уже 5 лет. Его идея принадлежит Рыбаков фонду. Каждый раз в центре внимания съемочной группы оказываются разные регионы страны. В передаче рассказывают о крупных исторических событиях, легендарных личностях, о традициях и красотах уголков России. Добрались авторы и до Чувашии. Наша республика их очень заинтересовала. Мариинско-Посадский, Чебоксарский, Козловский, Ядринский и Бресенский районы. Съемочная группа будет работать в Чувашии 10 дней, снимать интересные места и достопримечательности, и самое главное – обычаи и традиции чувашей. Места для съемок команда фильма выбрала заранее, еще в июле. Тогда авторы побывали в городах и районах Чувашии, познакомились с природными достопримечательностями, архитектурными памятниками. Заодно и отобрали для участия 6 юных актеров. Кастинг проходил в 5-й гимназии, он собрал немало желающих участвовать в проекте. На проект отбираются дети, которые достаточно эрудированы, достаточно много знают о стране, достаточно много знают о теме, которая им предлагается. Мне кажется, что это интересно и такой просветительский проект. Вообще дети самые лучшие и благодарные партнеры по съемкам, убежден Александр Галибин. Он помогает, подсказывает, он иногда так шутит. Юные ведущие проекта участвуют в съемках наравне с известным актером. Они такие же главные герои фильма. Поэтому никаких поблажек. Карина Никитина, например, примерила на себя роль юной купчихи. У меня есть опыт в поведении перед камерой, поскольку я хожу в студию ТВ5 в нашей школе, поэтому я там корреспондент, так сказать, и оператор иногда, журналист. И поэтому мне не так страшно, возможно, как и другим ребятам. Сам Александр Галибин в Чувашии впервые. Впечатления, говорит, самые яркие. Вот с удовольствием примерил национальный костюм. Я ваш вообще, видите, я приехал, я ваш. Нет, еще не успел, но я уже стал вашим абсолютно, 100%. Мне очень нравится здесь, прекрасное совершенно место. В Мариинском Посаде в объектив камеры попал мостик возле Свято-Троицкого собора. Очень уж колоритно он раскачивался. В чувашской этнической культуре 240 ритуалов. Также в городке на Волге съемочную группу заинтересовал сам собор и городская набережная. За действиями киношников с любопытством наблюдали поклонники Александра Галибина. Многие жители его узнали. Его фильмы просто чаруют. Просто очень нравится его фильм. Вот лично мне. Но самая яркая его роль – это в фильме «Мастер Маргарита». Команда фильма сняла и встречу императрицы Марии Александровны. Работы предстоит еще много. В картине планируется показать прошлое и настоящее нашего края. Войдут в фильм «История Пугачевского восстания», легендарного начдива Василия Чапаева, полет в космос Андриана Николаева, вклад в науку востоковеда Никиты Бичурина и туристические места Чувашии. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести, Чувашия. На этом наша программа завершается. Я желаю вам интересных событий и только хороших вестей. До новых встреч.